В эфире программа «Актуальное интервью». В студии Василий Радченко. Здравствуйте. О законодательных инициативах в нашем регионе и работе Госсобрания Илтумен мы поговорим с председателем Постоянного комитета Госсобрания по делам семьи и детства Аленой Атласовой. Алена Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Какая работа в парламенте проводится в связи с принятыми поправками в Конституцию России? Будет ли как-то меняться основной закон Якутии в связи с этим? В настоящий момент в парламенте проходит активная фаза по принятию поправок в наш основной закон Конституции Республики Саха-Якутия. Буквально на днях состоялось расширенное заседание 4 комитетов по социальному блоку, где мы обсуждали те поправки, которые будут в нашей Конституции. Но буквально после принятия Конституции Российской Федерации глава республики Айсен Николаев подписал распоряжение, где были созданы 4 рабочие группы по разным направлениям. И в социальном блоке вот в одной из групп я работала. И вот в ноябре как раз в одном из таких рабочих совещаний была рабочей группой принята моя поправка относительно детей. И сейчас я с уверенностью могу сказать, что те новеллы Конституции Российской Федерации относительно детей, то, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики Российской Федерации и дальше будет нашей республики, и традиционная семья, включающая вот отца, мать и ребенка, это вот будет у нас в основном законе. Ну, это очень такая широкая формулировка, что дети охраняются государством и прочее. А более конкретно, к чему это приведет? К каким мерам, к каким последствиям? Может быть, субсидии больше будут выделять, может, что-то еще? В этом направлении у нас работа идет. Я дальше в своем интервью расскажу об этом. Но, конечно, это полагает, что после того, как мы примем основной закон нашей республики, Конституции, соответственно, у нас будут нормативные акты, законы, и все будет направлено на улучшение положения детей и семьи. Хорошо, давайте тогда о вашей нынешней законотворческой инициативе. Над какими законопроектами, над какими нормативно-правовыми актами сейчас работаете? Законотворческий процесс сам по себе очень увлекателен и интересен. Но возьмем, к примеру, закон о статусе многодетной семьи. И когда вот он доходит до той стадии, когда он начинает уже работать, ну, посмотрите даже вот цифры. Если в 2019 году было 28 тысяч семей в республике Саха-Якутия за 2018 год по статистике, да, а в этом году уже мы констатируем факт, что в 2020 году уже 31 500 многодетных семей. Да. Это говорит о многом, о том, что у нас много многодетных семей. И вот те семьи, которые благодаря базовому закону Республики Саха-Якутия повысили статус свой, да, то есть сейчас, если раньше было до 18 лет, вот старшему, как исполнится, семья лишалась статуса многодетной семьи. А сейчас, если ребенок обучается очно или служит в армии до 23 лет, и, соответственно, семья многодетная получает всю поддержку от государства. Да? И вот этот закон был инициирован многодетными семьями, то есть вот Римма Данилова, которая постоянно отстаивала, и вот это было практически наказом избирателей. И сейчас вот этот закон прошел все этапы, чтобы помогать людям. Также вот на рассмотрение нашего парламента в апреле на очередном пленарном заседании у нас 2 законопроекта новых. Это первое тоже касается расширения применения вот материнского капитала семья. То есть семья сейчас может, благодаря, если мы примем этот закон, соответственно, она может подключить вот свой дом, может купить оборудование, подключить и подвести инженерные коммуникации. То есть это говорит о том, что если у многодетной семьи собственный дом частный, да, то они могут подвести газификацию за счет материнского капитала. То есть оборудование имеется в виду газовое оборудование? Да, газовое, да, это касается газификации. Да. И второй законопроект на рассмотрение — это основной базовый закон тоже об охране семьи, материнства, отцовства и детства. Мы его улучшаем, то есть в одном законе будут все меры поддержки, которые оказываются у нас в республике.
2020 год в связи с пандемией выдался тяжелым для всех. Какую работу проводил Комитет семьи и детства? Ну, как пандемия началась, действительно, это сложный год для всех оказался, да, и сразу мы направили, разработали те меры поддержки, которых нуждаются семьи. Ну, конечно, это касается и многодетных семей. И мы направили эти предложения правительства Республики Саха-Якутия, главе Айсену Николаеву. И сейчас с удовлетворением хочу отметить, что некоторые из них поддержаны, в том числе вот те 5000, которые были выпускникам в качестве, вот, ну, скажем, поддержки главы. Да? Вот представьте, выпускник очень сложной ситуации, ну, практически впервые же мы столкнулись, что дети наши обучались дистанционно, сдавали ЕГЭ в стрессовой большой ситуации, когда глава вот сказал: ну, я знаю, что ты не один, что ты в сложной ситуации заканчиваешь школу, но нам очень важно, чтобы ты хорошо завершил, сдал экзамены и поступил учиться. То есть это был очень хороший, ну вот, показательная поддержка выпускников со стороны главы республики. Также я хочу остановиться на обнулении транспортного налога для многодетных семей. Но с этим мы очень давно работали, как провели круглый стол, где говорили в парламенте о мерах поддержки многодетной семьи. И здесь вот рекомендации тоже включили освободить многодетные семьи от транспортного налога. Мы дальше работали с налоговой комиссией, и буквально в конце прошлого года этот закон был принят. Но в первоначальном виде он был с ограничениями для многодетной семьи, мощность двигателя до 200 лошадиных сил. Это ограничение мы своей поправкой, народные депутаты, сняли. То есть сейчас многодетные семьи уже транспортный налог за 2020 год не будут платить на одно транспортное средство. Илтумен также принял закон, который позволил посещать больных в медучреждениях во время интенсивной терапии и реанимационных мероприятий. Закон очень долго обсуждался, ему предшествовало очень много обсуждений. Расскажите предысторию, как удалось вообще довести эту инициативу до своего логического завершения. Год здоровья начался знаковое событие, вот принятие и поддержки народными депутатами моего законопроекта касательно вот посещения пациентов родственниками, иными членами семьи медицинской организации, в том числе вот где проводится интенсивная терапия и реанимационные мероприятия. Ну, действительно, этот закон прошел сложный путь, долгий путь, потому что в прошлом году был принят федеральный закон. Принятие федерального закона мы, как общественная, вот я была сопредседателем Общероссийского народного фронта, и на площадках Народного фронта, когда проходили форумы медицины, вот мы отстаивали строительство онкологического центра, да, доступность медицины в нашей республике, в том числе вот посещение в первую очередь родителями реанимации, когда ребенок тяжело болен. И благодаря вот общественной площадке Общероссийского народного фронта действительно эта проблема была доведена до главы страны Владимира Путина. И ну, очень было много обсуждений, очень было много, вот как вы сказали, сложных разговоров относительно. Ну, врачей, конечно, понять можно. Это структура, когда действительно при интенсивной терапии не должно быть посторонних. Но я считаю, что это очень гуманный закон, когда с, ну, скажем, умирающим или тяжело больным человеком рядом его родные и близкие. И только вот в прошлом году из-за пандемии получилось так, что приказ Министерства здравоохранения был утвержден, и только после этого он стал работать по всей России. А у нас он прописан как право семьи посещать. Вот мы таким образом изменили наш базовый закон об охране здоровья населения в Республике Саха-Якутия. Недавно, как вы уже упомянули, вы приняли участие в заседании Президиума Совета законодателей России. Какие еще темы обсудили помимо этого законопроекта? Совет законодателей состоялся буквально вот на днях, и Ирина Яровая, депутат Государственной Думы,
крепко взялась за вопрос детской онкологии, потому что вот 20 лет уже исполнится в декабре этого года благотворительному фонду «Праздник жизни», который я основала. И действительно, очень много проблем касается вот и лекарственного обеспечения, и лечения детей. Но в основном у нас проблемы в том, что дети лечатся за пределами. Если вот здесь наши врачи очень хорошо лечат лейкоз, то из-за отсутствия у нас лучевой терапии, каких-то вот таких сложных операций, да, сложные операции проводятся в федеральных клиниках. И это связано и с нашей транспортной доступностью, когда единственный вид транспорта у нас самолет, и тяжело больной ребенок вынужден лететь 6 часов в самолете и проходить лечение в Москве. И здесь, конечно, речь шла о тех лекарствах, которые не входят в перечень. Речь шла о доступности медицинской помощи. И смеем надеяться, что вот Ирина Яровая доведет до логического завершения за то, что она взялась. И взялась она серьезно, потому что здесь ведущие детские онкологи участвовали в этом заседании. И, соответственно, надеемся, что будет единая система оказания медицинской помощи для онкологически больных детей. И коротко, если можно, в республике этот год объявлен годом здоровья. Какие мероприятия у вас запланированы? Год здоровья вот тоже начался у нас со знакового события принятия законопроекта об охране здоровья населения, где вот будет разрешено посещать родственников в медицинских организациях. И в Комитете по делам семьи и детства у нас запланирован круглый стол совместно с Комитетом по здравоохранению. Круглый стол будет касаться здоровья, женского здоровья девочек, кормящих матерей, беременных женщин в рамках демографической политики нашей республики. Алена Николаевна, спасибо за беседу, спасибо, что уделили время. Будем надеяться, что законопроекты, которые вы принимаете, они действительно нужны в сегодняшних реалиях, особенно для семьи и детей. Они будут приниматься и дальше нашим госсобранием, и, возможно, даже на федеральном уровне. Спасибо. О законодательных инициативах в Якутии мы говорили с председателем постоянного комитета Госсобрания Илтумен по делам семьи и детства Аленой Атласовой. Вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь с нами.